А в Иглинском районе за звание лучшего боролись вальщики леса. Там прошел 6-й чемпионат республики «Лесоруб-2020». Причем наравне с мужчинами соревновались и представительницы прекрасного пола. Гульназ Нураева продолжит. Еще чуть-чуть. Все. С максимальной точностью она определяет направление валки. Ствол дерева должен попасть ровно в створ ворот шириной в 2 метра. Ленара Мухамедзянова первая и до сих пор единственная в республике вальщица леса. Ей 22 года. Работает лесоводом в питомнике, ухаживает за сеянцами и саженцами. Но, глядя на коллег, решила попробовать свои силы в валке деревьев. Ну, килограмм 8-9 он весит. Тяжело? Ну, иногда да. Ну, когда вот слишком много, допустим, работает, что уже руки устают. А так вроде нормально. Сама сколько весит? 42. Ежегодный конкурс вальщиков леса в этом году принял Иглинский район. Турнир едва не сорвал проливной дождь, но, выждав затишье, его участники приступили к заданиям. На специальной площадке организаторы установили стволы деревьев по числу конкурсантов. Судьи учитывают все – скорость, точность, качество. Ширина недопила. Это для того, чтобы бревно, когда падает, допустим, да, оно не отскочило. Обязательно нужно оставлять вот такой недопил. Валка дерева, безусловно, самый зрелищный и самый сложный этап соревнований. Однако доказывать свое мастерство вальщикам леса приходится еще в 4 упражнениях, начиная с подготовки пилы к работе. На отдельных площадках определяют лучшего в точной раскрежовке, то есть того, кто правильнее остальных разделит древесину поперек. На комбинированном этапе задача лесоруба совместить верхний и нижний резы. Поверхность диска при этом должна быть идеально ровной. Практически филигранное исполнение – это признак мастерства, без которого долго в этой профессии не продержаться. Сложная работа, да, нечего говорить сложная. Надо доехать по лесу, грязь. Лес тоже растет всякое. И так, надо положить его в одну сторону, чтобы для трелевки. Сегодня, говорят организаторы конкурса, важно совершенствовать мастерство вальщиков леса и сделать все, чтобы повысить интерес к этой профессии. Много промышленных предприятий, станков, инструментов, которые делают все это механически. Но есть те места, где техника, наверное, никогда не заменит человека. В личном зачете победителями конкурса стали лесорубы из Аскинского, Караидельского районов и Уфы. Само республиканское первенство вальщиков леса является одним из этапов чемпионата России. Из числа победителей будет сформирована команда, которая представит республику в Томской области уже в сентябре. Гульназ Нураева, Радмир Халитов, Вести, Башкортостан.